Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого часа. В Москве прошло совещание с вице-премьерами. Работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан. Привет, удаленка! Школьники Якутска вновь перешли на дистанционный формат обучения. Расскажем, чем отличается учеба этого года от предыдущего. Каменный лес из скал на реке Лене. Самое холодное обитаемое место на планете и сокровищница с бриллиантами. Это все здесь. В Якутии намерены увеличить туристический поток. Правительство России подписало постановление о продлении и расширении программы стимулирования найма в рамках поддержки рынка труда. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами в Москве. По словам председателя правительства, российские работодатели теперь смогут получить субсидии за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных на бирже труда до 1 августа текущего года. Глава правительства также сообщил, что Кабинет министров утвердил концепцию развития творческих индустрий на ближайшие 9 лет. По словам Мишустина, механизмы господдержки будут действовать во всех креативных сферах, начиная от театра, живописи и кино и заканчивая архитектурой и туризмом. В завершении встречи премьер заявил, что еще одной целью правительства станет создание эффективных механизмов защиты интеллектуальных прав. Подобная поддержка уже оказывается в рамках реализации национальных проектов и ряда государственных программ. Но этого недостаточно. В мировой экономике сектор творческих индустрий составляет свыше 6,5% ВВП. И в некоторых странах его доля растет, несмотря даже на пандемию. Не случайно Организация Объединенных Наций объявила текущий год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, в том числе за счет высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия. И наша задача – создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики. События, связанные с эпидемией, всколыхнули все сферы деятельности человечества. В числе основных оказалась сфера образования. Школьники Якутска вновь перешли на дистанционный формат обучения. О том, чем отличается удаленка этого учебного года от предыдущего, узнавала наша коллега Надежда Саханская. Классы и коридоры общеобразовательных школ Якутска снова пусты. Дело не в осенних каникулах, а в том, что школьники снова перешли на дистанционное обучение. С обострением эпидситуации ученики Якутска вновь приветствуют удаленку. Эта удаленка отличается от предыдущей основным правилом. Теперь все предметы и дисциплины преподаются через платформу Zoom. Представителей царства грибов, которые мы сегодня с вами, к изучению которых мы сегодня с вами приступили. Отсутствие прямого контакта не помеха для обучения. Педагоги создают специальные группы для домашних заданий и преподают уже в привычной в последнее время форме. А чтобы дети чувствовали себя как в школе, учителя ведут трансляцию уроков прямо из класса. Хотя у такого формата обучения есть свои недостатки. Недостаток технических средств для обучения детей на дому. В нашей школе, например, в 10-й, которая расположена в рабочем городке города Якутска, проживает очень много многодетных, малоимущих семей. То есть вот представьте себе, да, в семье 4 детей обучаются в школе, то есть обеспечить всех техническими средствами обучения очень сложно. Но мы стараемся идти навстречу, но, конечно, это все наши вызовы со стороны родителей, мы не можем это прикрыть. Недовольны дистанционным форматом обучения и взрослые. Считают удаленку несовершенной и уверены, что традиционный формат ничего не заменит. Это нехорошо сказывается на их дальнейшем образовании, потому что они на одной вкладке получают информацию, которую нужно освоить, а на другой списывают. Учитель должен всегда присутствовать. Некоторые ученики не понимают программу. Все-таки нужна помощь учителей. Мне кажется, в школе они должны получать больше знаний на уроке, как мы учили в свое время. А потому что Zoom – это разве учеба?
Педагоги, тем не менее, не отчаиваются так быстро и надеются на скорое возвращение в привычный режим обучения. Мы проводим работу с классными руководителями, классные руководители с родителями, детьми, чтобы выявить, в какой форме они хотели бы обучиться. Но большинство, конечно, в общей массе, хотели бы обучаться очно. А на скорейшее возвращение традиционного формата остается только надеяться. И, кстати, надеяться на то, что дистанционное обучение никогда не заменит очную работу учителя с классом. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Артем Алексеев, Якутск. В Нерюнгри нетрезвых водителей не пугают санкции. За 8 месяцев 2021 года на территории Нерюнгринского района зафиксировано 286 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Ими совершено 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 2 человека, ранено 7. В Нерюнгринском городском суде рассмотрено 41 уголовное дело с вынесением обвинительного приговора. Штрафы за езду в нетрезвом виде выросли на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а тюремный срок за повторное нарушение увеличивается с 2 до 3 лет. Федеральным законом от 1 июля 2021 года внесены изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому ужесточено наказание за совершение данного преступления. Водитель, отказавшийся от прохождения медицинского свидетельствования, безусловно признается находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура города Нерюнгри призывает граждан соблюдать требования действующего законодательства и помнить о том, что алкоголь и управление автомобилем несовместимы. К 2025 году в Якутии намерены увеличить туристический поток в 12 раз. В республике есть что посмотреть, уверены власти, есть интересные маршруты и туры. Каменный лес и скал на реке Лени, самое холодное обитаемое место на планете, музей мамонта и вечной мерзлоты и сокровищница с бриллиантами – это все здесь. Как мирницы относятся к путешествиям по родной республике, узнаем из следующего сюжета. Ольга Иванова – любитель-путешественник. Одна из немногих, кто начал утолять жажду путешествий, начиная с родной республики. Недавно впервые побывала в Верхоянских хребтах. Там девушку покорили ледники 2-метровой высоты, красивые водопады, незамерзающий ручей Шаман и высокие горы. А еще запомнилась живописная природа и контрасты различных видов редких растений. Отдых на природе – это прекрасный источник энергии для тела и души, вдалеке от цивилизации, наедине с природой. И побывав один раз в таких местах, вы будете снова и снова возвращаться за новой порцией энергии, вдохновения и позитивных эмоций. Ольга путешествует с 2017 года. Уже побывала в популярных туристических местах Якутии. Ледник Вулус, водопады Кюрюлюр, Ленские столбы, горы Сунтар-Хаята, песчаные дюны Тукуланы. Девушка впервые ощутила свободу, хотела съехать до бесконечности. Сейчас она опытный гид-проводник. В будущем хочет организовать пешие походы по Мирнинскому району. Уверена, и здесь найдутся красивые места. Мы попробовали составить свой топ-рейтинг. Первое место – Кимберлитова трубка «Мир». Второе место – парк «Живые алмазы Якутии». Третье – озеро Чоналыр. На 4-м месте река Ахтаранда. 5-е место – река Улахан-Батобуя. Места интересные и, главное, не надо ехать очень далеко. Достаточно найти транспорт, взять ветровку и резиновые сапоги. Все любят путешествовать мирницы, мы спросили на улицах города. Каждая по-своему прекрасно. Очень люблю Питер. Красивый город Волгоград, Белгород. На Черном море, на Азовском море, на Байкале был. В Турции, по Европе все объездила. В Вьетнаме была, Владивосток, Отидо. Было дело в Корею, в Казахстан, в Польшу, в Чехию. Сейчас власти Якутии поставили цель – увеличить турпоток в 12 раз. К 2025 году здесь ждут до 250 человек в год. Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Ленске продолжает свою работу школа беременных. Она открыта была несколько лет назад на базе женской консультации. Ведет консультации квалифицированный медицинский психолог. Один раз в неделю беременные женщины собираются и обсуждают различные темы, актуальные в их положении, и прослушивают лекции психолога. Школу беременных на данный момент посещает 10 человек. Это лишь малая часть всех беременных, стоящих на учете в женской консультации. На сегодняшний день мамами в районе готовится стать 177 женщин.
Очень много тем у нас направлено на то, как правильно подготовиться к родовому процессу. Мы затрагиваем такие темы, как сотрудничество самих рожениц с медперсоналом, с врачами, с другим персоналом, потому что все-таки я считаю, что это двухсторонний процесс, да, правильное сотрудничество и медицинского персонала, и самих пациентов – это залог успешных родов. Названы имена финалистов республиканского конкурса «Неравнодушный гражданин». Среди них житель Удачного Юрий Зданович, слесарь-ремонтик подземного рудника «Удачный». Все свое свободное время уделяет горным лыжам и сноуборду. С 2007 года обучает этим видам спорта детей и взрослых. В 2011 году секцию официально закрыли, но свое любимое дело Юрий продолжает по сей день. Его воспитанники – неоднократные призеры районных и региональных соревнований. В 2020 году инициативная группа под руководством Юрия Здановича победила в конкурсе «Активный гражданин». На выигранные средства закупили и установили скалодром в здании 19-й школы. Там ребята учатся спортивному скалолазанию. В планах у Юрия подготовить достойных спортсменов для участия в зимних международных играх «Дети Азии». Поддерживаем, соответственно, склон в соответствующем состоянии, то есть занимаемся с детьми. Вот. Помощь нам непосредственно в этом оказывает и администрация города, и компания «Алроса». Вот, потому что без них мы тут не справились абсолютно никак. Это непосредственно сам инвентарь, это непосредственно выезд детей на соревнования, привлечение, помощь оказывается в поездках на обучение, повышение квалификации. В Доме дружбы народов в Якутске прошла презентация второй части книги «Дневник мигранта». В этот раз автор расскажет читателям о межнациональных отношениях. Напомним, первая часть вышла в прошлом году и описала истории женщин-мигрантов из Кыргызстана, их проблемы и судьбу. Первая часть вышла тиражом в 1000 экземпляров, тираж второй части же в 2 раза меньше, однако, по словам автора, по мере необходимости будет пополняться новыми изданиями. А в Якутске я нашла очень много благополучных семей, где муж кыргыз, жена якутка или жена русская, муж кыргыз. И всех этих историй, и не только позитивные, но и темные стороны показала. Все это собрала и сделала книжечку с целью, что моя маленькая книжечка будет большим мостом между двух наций. Звезда сериала «Игра престолов» поддержит проект якутского режиссера Эдуарда Новикова. Кинофонд в лице его амбассадоров Николая Костер-Вальду, сыгравшего Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», и голливудского режиссера Бальтазара Кармакура поддержали новый проект. Об этом сообщила кинокомпания «Саха-фильм». Команда создателей якутской картины с рабочим названием «На краю света» получит грант от фонда на развитие и разработку кинопроекта. Амбассадоры фонда сказали, что для них большая честь и радость оказывать поддержку Международному фонду кино коренных народов Арктики. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.